Резкий скачок цен на службы такси и агрегаторов в предновогодний период вызывает у многих вопросы в столице. Люди указывают на то, что за поездку по центру Якутска приходится иногда платить от 200 до 500 рублей. Откуда берутся такие цены в этот период? Репортаж Ульяны Шагиной. Ежегодно в офисах электронных таксоагентств предновогодний ажиотаж. Ведь предпраздничная суета – одна из самых лакомых для таксистов. Причем неважно, зарабатывают все, как службы заказов такси, так и агрегаторов. Такси-агрегаторы, количество которых с каждым годом в Якутске только прибавляется, снимают с себя любую ответственность. Объясняя это тем, что цены у них устанавливают сами пассажиры, а водители могут согласиться принимать или не принимать заказ. Мы пытаемся вызвать такси уже полчаса. Указали сумму 400 рублей от Орджоникидзе 48 до аэропорта. Но, как видим, таксисты или вовсе игнорируют нас, или же указывают вот такую вот сумму в 530 рублей в один конец. В Виндрайвере эта фишка существует давно. Здесь принять или отклонить заказ решают сами пассажиры. При этом тарифы здесь, по сути, устанавливают сами водители, которые под Новый год предлагают просто космические суммы. Сами таксисты мотивируют это пробками на дорогах, а также большим расходом топлива в зимнее время. Скажите, пожалуйста, почему вы такие цены загибаете? Это с чем связано? Пассажиры сами загибают. 350 я вот ехал из Айсберга до Орджоникидзе. Хотят. Это что, из-за морозов такие, что ли, цены? Морозы, скоро Новый год. Между тем, москвичи заподозрили крупных агрегаторов такси в ценовом сговоре в преддверии Нового года. Федеральная антимонопольная служба в этой связи признала обоснованным часть этих жалоб. В Якутске же к таким синхронным повышениям в преддверии главного новогоднего праздника вроде как привыкли. И люди в основном принимают это как должное. Но есть и те, кто недоволен завышением цен. Ну, неправильно делают. Неудобно, да? Конечно, неудобно. Ну, народ дурит, все. Слишком затратно выходит, так как не всем удобно ездить на автобусах. Вот, и чаще всего приходится использовать все-таки такси, и очень невыгодно выходит. А насколько вот читали вообще, смотрели? Да, мне, чтобы поехать в универ и обратно, выходит почти чуть выше 500 рублей в день. Для горожан это, конечно, плохо. Хочу уехать, не могу, причем на всех службах. А так вообще И Максим, и драйвер цену подняли, да. сколько? Ну, прилично уже подняли. После этой пробки, мороз, хотелось бы побыстрее перемещаться, такси не вызвать. Если вызываешь, то цена высокая. Официальные службы заказа такси пока завысили цены всего на 50 рублей. При этом многие из них уверяют, что в новогоднюю ночь цены поднимутся как минимум вдвое. А ждать вас долго очень, да? От 30 минут, свободных нету. Сколько будет от Орджоникидзе 48 до Полесья? 220 машин свободных нет. Нет, а так у вас цен не было, да, завышения тогда? Ну, большого пока нет, но водители недовольны. Ну, потому что пробки страшенные, они время теряют. Наши-то, думаете, довольны, что ли? Недовольны все. Тогда завышение будет, да? Завтра, конечно, будет. Но после 12 неизвестно, раза в 2, наверное. Вот и получается, что ездить в оптовке в эти дни на частных извозчиках как минимум невыгодно. А в официальных таксомоторных службах, которые в основном ездят по заключенным контрактам с организациями, также нет машин. Еще один выход – маршрутные автобусы, которые тихо радуются, что количество пассажиров в эти дни в разы прибавилось. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Джулс Накентьев, Якутск.